Башкирском государственном театре кукол продолжается работа над спектаклем «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». В цехах доделываются декорации, а актеры уже знакомятся со своими марионетками. Сейчас на первых репетициях под руководством режиссера Петра Васильева и происходит рождение будущих героев постановки. На одной из них побывала наша съемочная группа. Приходите в театр кукол. Будет очень интересно. У человека, знакомого с образом лисы из русских сказок, такое заявление не может не вызвать подозрений. Вот и Буратино видит сущность этой рыжей плутовки. А вы все-таки отойдите подальше. Но мы решили ей довериться и не прогадали. Уже за кулисами театра нам встретилась актриса, одевающая какую-то защиту на колени. Это не хоккеисты, это артисты. Потому что ползать приходится на коленях. Потом вот так и... Ну, колени жалко, они одни единственные на всю жизнь. Пока труппа во главе с режиссером готовится к репетиции, в цехах доделываются марионетки. Для губернатора Лиса бутафоры шьют целый костюм. Очки и шляпа кукольного политического деятеля уже готовы, ну а рядом докрашивают детали декораций. Идет работа с актерами, пусть еще и не все готово, но это нам не мешает. А что осталось? Ну, осталось еще доводка до ума, декорации, роспись, костюмы на главных героев. Музыка к спектаклю тоже почти готова, но репетиции пока проходят без нее. Только человек-оркестр озвучивает действия марионеток. Переверни другой стороной. Некоторые актеры примерили на себя сразу несколько ролей. Екатерина Кочурова исполнит роли Лисы Алисы и Мальвины. Вживаться в образы разных персонажей во время одного спектакля задача непростая. Мы готовы любого играть. Будь то лиса, будь то, не знаю, печка, или дом какой-нибудь, или зверь большой или маленький. У нас артисты все что угодно могут сыграть. Поэтому, в принципе, да, один артист может и лису, и Мальвину. Буратино в постановке будет сразу в 3 воплощениях. В виде волшебного полена, заготовки из него и куклы, созданной папой Карла. Все по канонам оригинала. Но не во всем режиссер Петр Васильев следует первоисточнику. Что-то меняется в ходе репетиций. Ну, естественно, меняются. Есть небольшие изменения в тексте. У нас появилась музыка, которой не было еще 3 месяца назад. Вот. То есть добавилось в спектакль скорее, чем ушло. В последние дни труппе приходится работать в ускоренном темпе. Уже через неделю Петр вернется в Санкт-Петербург, а театр завершит свой очередной творческий сезон. «Золотой ключик» зритель увидит только на старте нового. Ормон Скалькис, Салават Валеев, Россия Культура, Башкортостан.